Знал ли пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда эта ночь? Он знал. Знал, потому что однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он вышел, дабы сообщить о том, когда эта ночь. Потому что эта ночь лучше 1000 месяцев, как об этом сказал Аллах в суре Лейлат аль-Кадр. Если наши сердца еще не смягчились, если мы читаем Коран, и у нас комок, мы чувствуем черствость сердца, мы не можем заплакать, если вдруг такое есть. А ведь в каждую ночь здесь и в других мечетях обязательно есть те, кого Всевышний... Почему человек, не заслуживший прощения в месяц Рамадан, навлекает на себя дуа самого ангела Джибрииля, самого пророка Мухаммада против себя? В принципе, застать эту ночь есть карама. Карама — это почет. Почет от Аллаха субхану ва тааля своему рабу. А почет, как известно, он не дается каждому. Дорогие братья, дорогие сестры, о верующие, хвала Аллаху, хвала Всевышнему, который дал нам возможность застать этот Рамадан, уже второй Рамадан, тем более в условиях войны. Хвала Аллаху, который дал нам возможность застать уже 16-й день Рамадана, а с закатом солнца это уже будет 17-я ночь Рамадана. И в этом есть великая милость. Безмерная хвала Господу нашему, который дает нам возможность очиститься в этот благословенный, благодатный месяц, невзирая на все сложности, невзирая на все трудности. А ведь в каждую ночь, как об этом повторяется здесь и в других мечетях, во всех мечетях мира, обязательно есть те, кого Всевышний прощает и освобождает от огня, как об этом сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Инна лиллях, поистине у Аллаха, а инда кулли фитрин, момент разговения. Утака, есть те рабы, которых он освобождает от огня. Вадалика фи кулли лейля, и это каждую ночь. В другом хадисе говорится, добавляется, то есть имеется в виду в Рамадан. И поистине у каждого мусульманина каждый день и каждую ночь есть да'ва мустаджаба, есть та мольба, которую Всевышний принимает. Эти хадисы, эти тексты достоверны. Что значит освобождает? Что значит освобождает от огня? В это слово, о верующий, в эту формулировку вложенный, на самом деле, глубокий смысл вложен. Это значит, что он, то есть человек, очистился, что Всевышний миловал его, что он, будучи еще на земле, находится под особым покровительством, под особой заботой Всевышнего. А разве Господь, о верующий, накажет и осрамит такого своего раба в этой дуне? Вопрос риторический. Пусть Всевышний дарует нам возможность войти в число рабов его, тех, которым даровано это освобождение, которым даровано это прощение. А ведь против тех, кто не смогли обрести прощение в месяц Рамадан, и об этом уже здесь говорилось на предыдущих хутбах, сам Джибрииль, алейхиссалям, сделал дуа против, сам Джибрииль, сказав: о Мухаммад, ты тоже скажи амин. Амин за того, кто застал Рамадан и не было прощено ему. Почему же так, дорогие верующие? Почему человек, не заслуживший прощения в месяц Рамадан, навлекает на себя дуа самого ангела Джибрииля, самого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, против себя? Да потому что Всевышний создал все абсолютно для того, чтобы нам было прощено, для того, чтобы его рабам было прощено. Он создал для этого, сделал все необходимые условия. Он учредил для этого пост, который приближает человека к нему, к Господу миров. Он закрыл врата ада, он открыл врата рая. Он сковал мерзких дьяволов, как это упоминается в хадисах, которые уже приводилось. Он ниспослал в этот месяц откровения. Некоторых
текстах говорится, что это и Тора, и Евангелие, и свитки Авраама, он ниспослал в этот месяц благословенный Коран, печать пророчества. В благодатную ночь предопределения или ночь могущества, Лейлатуль Кадр, о чем Всевышний говорит: «Инна анзальнаху фи лейлатиль кадр». Поистине мы ниспослали его в ночь предопределения или в ночь могущества, «Вама адрака» и так далее, по тексту. Или как он описал ее, эту ночь, в другом аяте: «Инна анзальнаху фи лейлатим мубарака». Поистине мы ниспослали его, то есть Коран имеется в виду, одним разом на ближайшее небо, пророку в благословенную ночь. «Инна кунна мундирин». Поистине мы были теми, кто увещевает. Дорогие братья, ночь предопределения, Лейлатуль Кадр, на самом деле это чистый источник, источник воды, источник очищения, как и Рамадан. Родник, в котором даже самый-самый-самый ленивый человек из нас еще может успеть, еще может застать благодать этого месяца. Потому что эта ночь лучше 1000 месяцев, как об этом сказал Аллах в суре Лейлатуль Кадр. «Хайрун мин альфи шахр». Что значит 1000 месяцев? Это означает, что поклонение в ней, приближение в ней, совершение в эту ночь благих дел, оно приравнивается по поклонению в временном отрезке, если вы посчитаете, к 83 годам и 4 месяцам. 83 года, 4 месяца. Многие люди не проживают вообще, в принципе, этот срок. Но если человек застанет эту ночь и будет совершать благое, будет поклоняться Всевышнему, то он удостоится, словно поклонялся на протяжении всего этого времени. Поэтому, дорогие верующие, если наши сердца еще не смягчились, не почувствовали сладость веры, если наш иман не обновился, если мы читаем Коран, и у нас комок, мы чувствуем черствость сердца, мы не можем заплакать, мы не ощущаем этого. Если вдруг такое есть, то не надо отчаиваться. Еще не поздно, еще есть время. Только грядет 17-я ночь. Впереди еще, иншаллах, много ночей. Впереди еще есть особенная дистанция в последние 10 дней, ночей Рамадана, о которых посланник Аллаха отдельно их выделил, о которых отдельно он говорил. Именно поэтому пророк, зная важность этих последних 10 ночей, он что делал? Он туго завязывал пояс, как это передает Аиша, радиаллаху анха. Калят, кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, ида дахаля аль-ашр, последние, когда 10 дней, 10 ночей приходили, ахья лейль, он бодрствовал ночь. Ва айкада ахля, и он будил свою семью. Ва джадда, и усердствовал. Ва шадда аль-мизар, и туго затягивал пояс. Некоторые ученые говорят, туго затягивал пояс, имеется в виду, усердно поклонялся. Как известно, есть отдельная суннатуль и'атикаф, когда пророк уединялся в мечети. Некоторые говорят, здесь киная, метафора о том, что пророк отдалялся, учитывая этикаф, от интима. Именно поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, как это передает Абу Хурейра, что «Ман кама лейлатуль кадр», тот, кто выстоял ночь кадр, предопределение, иманан ва ихтисаба, с верой и надеждой, с верой в Аллаха и надеждой на его награду, гуфира лаху ма тақаддама мин дзамби, ему будет прощено. Есть общий хадис. Тот, кто постился в Рамадан, тот, кто молился в Рамадан, а это отдельно подчеркивается в ночь предопределения. Именно поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лилляхи фиги», у Аллаха в эту ночь, «Лилляхи фиги», в этот месяц, у Аллаха в этот месяц «Лейлатун хайрун мин альфи шахр», есть ночь, которая лучше 1000 месяцев. «Ман хурима хайраха факад хурим», тот, кто лишился ее блага,
тот лишился абсолютно всего. Хурим аля литлак. Именно поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: Тахарру лейлатил кадр. Ищите ночь предопределения. Тахарру. Пытайтесь ее застать. Ищите. Фил витри мин аль-авашир, мин ашир аль-авахир. В нечетные ночи последних 10 ночей Рамадана. Почему эта ночь названа Лейлатул Кадр? Что особенно в этой ночи? Приводятся разные версии. Кадр, знаете, да, можно по-разному перевести. Слово кадр в арабском языке означает предопределение, означает величие, могущество, означает размер, величина и так далее. Некоторые говорят, что «Лианна Аллаха анзаля фиха аль-Кур'ан, ва хуа а'адаму ма якуну мин аль-кутуби кадран», потому что в эту ночь, именно в эту ночь Всевышний ниспослал из всех писаний Коран, а он имеет а'адаму кадран, то есть он имеет особенную величину, если буквально переводить. Поэтому Лейлатул Кадр. Некоторые говорят, потому что в эту ночь нету пяди на земле, где не было бы ангела. И все сужается, в смысле нету места. Потому что слово кадр имеет и такой смысл. Некоторые сказали, потому что Аллах Субхану ва Тааля распределяет уделы рабов. Кадр предопределения, поэтому, то есть этимология, семантика слова, по-разному объясняет, почему Лейлатул Кадр названа Лейлатул Кадр. Когда же эта ночь? Есть множество различных хадисов, и все они достоверны, о том, что это 21-я ночь, или 23-я ночь, или 25-я ночь, или 27-я ночь, или 29-я, то есть нечетные последние 10 ночей. И ученые разногласят в этом, и не могут прийти к общему мнению. И Аллаху Та'аля алям, что она в последние 10 нечетных ночей, и она может меняться. Всевышний, конечно, лучше знает, но некоторые делают именно такой тарджих, такой приоритет отдают. Знал ли пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда эта ночь? Он знал. Знал, потому что однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он вышел, дабы сообщить о том, когда эта ночь. Но в этот момент, когда он вышел, чтобы сообщить об этом, таляха, мусульмане, двое мусульман поссорились, конфликтовали. И завязался между ними конфликт. И он сказал: «Хараджту лиухбиракум», я вышел, чтобы сообщить вам о ночи предопределения. Но эти двое поругались. Фаруфиат. И Аллах Субхану ва Тааля забрал у меня это знание. Ва аса ан якуна хайран лакум. И быть может, это слова пророка, в этом есть благо для вас. Фальтамисуха фиттасиа вассабиа. Так ищите же ее в 9, имеется в виду 29, 27 или 25. Приводит Муслим. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Уриту лейлатул кадр», мне было показано ночь предопределения. «Сумма айкадани ба'ду ахли». Потом некоторые члены моей семьи разбудили меня. «Фануситуха». И я позабыл о ней. То есть Аллах Субхану ва Тааля забрал это знание у посланника. «Фальтамисуха фил ашир аль-гавабир». Ищите же эту ночь в последние 10 дней Рамадана, 10 ночей Рамадана. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит в другом хадисе: «Тахарру лейлатул кадр фил витри мин аль-ашир аль-авахир». Ищите ночь предопределения в нечетные последние 10 ночей Рамадана. Почему Аллах не дал своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, донести знание того, когда именно ночь? В этом есть на самом деле великая мудрость. Потому что если бы об этом знали и добрые, и злые люди, латасаллатул ашрару аля наси биддуа, то могли бы манипулировать этими вещами. Это особенная ночь, поймите, особенная. И поэтому Всевышний Аллах скрыл это. Быть может, некоторые ученые упоминают, если бы люди точно знали, когда эта ночь, делали бы дуа за то, что им навредит на самом деле. И часто бывает так, что человек просит настойчиво. И Всевышний Аллах из-за того, что его раб настойчиво просит его, дает, а потом
дает ему понять, что в этом не было блага для этого человека. Такое тоже бывает. Дабы выявился третья причина. Садык миналь кадиб, чтобы правдивые от лживых отделились. Если бы точно знали люди, они бы что? Халатно относились бы к остальному времени, к остальным ночам. И для того, чтобы четвертая причина, чтобы мусульмане, верующие, как можно больше старались, больше усердствовали и больше получили вознаграждение. Потому что если бы было точно известно, когда эта ночь, они бы, скорее всего, большая часть людей ограничились бы именно усердием именно в эту точную ночь, которая была бы им известна. Но самое пик понимания, вершина понимания, мудрости почему? В том, что в принципе застать эту ночь есть карама. Карама — это почет. Почет от Аллаха Субхану ва Тааля своему рабу. А почет, как известно, он не дается каждому. А если он дается, то он скрывается. Если человек, он демонстрирует тот знак почтения, которым почтил его Всевышний, на самом деле, это уже считается не знаком почтения. Потому что если Всевышний дает какую-то караму, почет, то оно должно скрываться, как об этом говорят ученые. Поистине в день джума есть такой момент, когда Всевышний принимает наши мольбы. Я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лякум. Упомянуты признаки Лейлятуль Кадр в достоверных хадисах. И некоторые люди начинают увлекаться этими признаками. О том, что луна будет выглядеть в виде разбитой чаши. О том, что будет солнце не сжечь. О том, что не будет слышно лай собак и тому подобное. Очень много различных текстов вокруг этого. Я сейчас не буду приводить, вы можете сами открыть литературу, почитать. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что этим увлекаться не стоит, потому что достоверные на самом деле из признаков о ночи предопределения, они проявляются уже после того, как ночь закончилась, завершилась. Поэтому вообще нет смысла увлекаться этим и тратить на это свое время благодатного месяца Рамадан. Также я хотел бы обратить внимание, что ночь предопределения не только для молящихся. То есть мы знаем, что женщин, например, это в первую очередь касается женщин, путников. Что человек может оказаться в пути, и он не может молиться. Ну, физически так Аллах предопределил, что он в пути. Или женщина в критические дни не может молиться. Что это означает? Что она лишена блага этой ночи, или путник лишен блага этой ночи? Нет, ни в коем случае. И об этом тоже говорили ученые, что есть дуа. И некоторые ученые говорили, самое лучшее, что может делать человек, некоторые, да, не все, некоторые говорили намаз, некоторые говорят дуа. Это дуа. Аллахума иннака афуун, каримун, тухиббуль афа, как передает это Аша, фаафонни. О Аллах, ты прощающий, любишь прощения, так прости же меня. Итак, дорогие братья, после всего, что я сказал, на самом деле, должно быть нам всем понятно, почему Джибриль, алейхиссалям, сделал такое дуа против того, кого Аллах, кто застал Рамадан, и ему не было прощено. И попросил Мухаммада, чтобы он сказал аминь, то есть присоединился к этому дуа. Да потому что смысл в чем? В том, что, дорогие верующие, что если раб Аллаха, которому Аллах дал возможность, да, застать этот Рамадан, этот чистый источник воды, где он может окунуться, очиститься, он дал ему физически, имеется в виду, застать своей жизнью, да, Лейлятуль Кадр, то есть он ее прошел, но ничего не сделал, чтобы очиститься от своих грехов. А все мы нуждаемся в этом. Потому что в течение года мы погрязаем в грехах и ошибках, то на самом деле он заслуживает того, чтобы очиститься по-другому. Очиститься огнем ада, на самом деле. Поэтому и сделал Джибриль, алейхиссалям, такое дуа. Поэтому он сказал пророку Мухаммаду, скажи амин, о Мухаммад, тому, кто застал Рамадан, что он будет погублен, что он не обретет успеха. Именно поэтому.
وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات